Деревня Крушиняны в Белостокском воеводстве на первый взгляд выглядит как обычное польское село. Но это только на первый взгляд, потому что здесь есть мечеть, а само село татарское. 1679 roku. В этой деревне татары живут с 1679 года. Тогда король Ян Собеский предоставил здесь земли 40 татарским семьям за верную службу. Татары в Польше живут с 14 века. Многие остались здесь после легендарной победы над крестоносцами под Грюнвальдом. Правда, в Крушинянах осталось всего 4 татарские семьи. После войны здесь было 300 жителей, из них около сотни были татарами. Но большинство уехало в город на учебу и работу. Сейчас пошел обратный процесс. Татары покупают дома, свои бывшие земли и приезжают сюда на лето. Чтобы посмотреть, как живут польские татары, в Крушиняны приезжают не только со всей Польши, но даже из-за границы. Люцина Заенская 15 лет живет в Бельгии, но каждое лето приезжает в Польшу. В этом году решила показать своим детям и мужу это интересное село. Есть в Крушинянах и настоящий татарский ресторан и гостиница. Это семейный бизнес татарской семьи Богдановичей. Свое небольшое дело мы начали здесь в 2003 году, с домика, который построил наш дед. Это было просто небольшое кафе. Мы предлагали традиционные блюда, которые готовили моя мама и бабушка. И люди стали приезжать к нам, хотя моя семья была настроена скептически. Ну кто это захочет есть? Однако оказалось, что наши блюда нравятся не только нам, но и всем, кто к нам приезжает. Потому что многие приезжают к нам снова и снова, и это для нас лучшая награда. Кстати, татарские блюда «Перекочевник» и «Колдун» Джинета Богданович зарегистрировала в Евросоюзе. И теперь это такая же марка, как шампанское или сыр пармезан. Ну а помимо размещения в мини-гостинице и еды, хозяйка усадьбы придумала фестиваль культуры и традиций польских татар. В этом году на него приехало 16 тысяч человек. Великолепный результат для деревни с населением чуть больше 100 человек.